особенно рады всех приветствовать на нашей стратегической сессии, посвященной Национальному дню здоровья в Республике Саха-Якутия и десятилетию здоровья в нашей республике, установленного Арсением Сергеевичем Николаевым, главой нашей республики. Евгений Анатольевич, я прошу отрегулировать звук, он немножко раздражает. Разрешите прежде всего представиться. Семенов Юрий Иванович, руководитель Николаев-центра, исполнительный директор фонда первого президента Республики Саха-Якутия Владимир Николаев. Мы находимся с вами в Николаев-центре, в библиотеке архиве первого президента, где сегодня мы практически становимся вот таким центром, где параллельно проходят несколько мероприятий, организованных с тем огромным количеством соисполнителей. Прежде всего, это Министерство здравоохранения, администрация муниципального района Ангаласского, Актёмского населения и наших партнеров, благодаря которым мы сегодня с вами смогли встретиться. Прежде всего, разрешите поздравить всех нас с этим удивительным днем, который собрал нас и который заставит нас задуматься о самом главном, о здоровье, о человеческом капитале, который очень многогранен и который мы сегодня обсудим. Разрешите представить план нашей работы. Первая часть нашей стратегической сессии состоит из пленарных докладов и выступлений. Вторая часть работы у нас представлена непосредственно стратегической сессией, и мы рассчитываем, что очень плотно мы будем работать, взаимодействовать, чтобы найти те грани взаимодействия, с которыми мы в дальнейшем смогли бы осуществить те планы, проекты, идеи, которые сегодня у нас родятся, и в дальнейшем реализовать их действия. Разрешите представить президиум, который сегодня с нами вместе работает. Никитина Алена Михайловна, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Гоголев Николай Михайлович, директор медицинского института федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидат медицинских наук. Иринеев Олег Валерьевич, глава муниципального района Республики Саха-Якутия. Нестеров Вячеслав Анатольевич, руководитель групп. И к нам подойдет Горохов Александр Васильевич, директор территориального фонда обязательной медицинской страхования. Уже пришел Александр Валерьевич. Сердечно приветствую вас, Александр Васильевич Горохов, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, мы сегодня будем работать именно что работать, поэтому очень просим с большим пониманием отнестись к неким рабочим моментам, неким неудобствам, которые у нас есть. У нас параллельно, как вы заметили, проходит медицинское обследование населения Актёмского и Теркюрского наследов. Поэтому людей много, в каком-то моменте вешалок мало и так далее. Итак, по технической работе, прежде всего. Первое. Мы работаем в 3 секциях, о котором чуть позже подробнее расскажут наши модераторы, как работать, что идет и так далее. У нас есть 3 стола. Наша задача сейчас по очень простому, дружному, по-человечески, учитывая, что мест где-то не хватает, где-то стулья и так далее не принесет. Пожалуйста, немножко потеснее, друг с другом вместе. Ну давайте разделим наши небольшие столы, и вот те, кто сидят возле стен, присоединимся обязательно к той или иной секции, которая у нас работает. У нас 3 секции в программе, вы их все видите. Это укрепление общественного здоровья, муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Поднимите, пожалуйста, руки, где эта секция сидит. Укрепление общественного здоровья в муниципальных образованиях. Те, кто хотят присоединиться к этой секции, пожалуйста, в эту секцию. Вторая секция – сохранение и укрепление
здоровья и благополучия работников на рабочих местах и предприятиях Республики Саха-Якутия. Те, кто хочет присоединиться к этой секции, пожалуйста, присоединяйтесь. И третья секция – здоровый образ жизни, залог здоровья ребенка. Третья секция – тоже, уважаемые коллеги, присоединяйтесь. Наши члены президиума, надеюсь, тоже не откажутся присоединиться к этой секции. Итак, в ходе всей нашей работы у нас стоит вода, немножко душновато, поэтому вода, кофе, брейк, все здесь будет находиться в свободном доступе. Кто что захотел, мы работаем в этом формате. Уважаемые коллеги, для открытия нашей стратегической сессии разрешите слово предоставить министру здравоохранения Республики Саха-Якутия, кандидату медицинских наук Лене Николаевне Афанасьевой. Она очень хотела принять участие, но, к сожалению, вынуждена была полететь на срочную командировку в город-герой Москва, столицу нашей Родины. И с Москвы Лена Николаевна нам передает свой славный привет. Пожалуйста, включите видеообращение Лены Николаевны. Позвольте от имени Министерства здравоохранения, всего медицинского сообщества и технологичного поздравить вас с замечательным событием. 17 января 2000 года вышел стратегический указ первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева о восстановлении Национального дня здоровья. Этот день был установлен с целью пропаганды здорового образа жизни в каждой семье, в каждом трудовом коллективе и в целом в республике. Конечно, это все в первую очередь направлено на то, чтобы сохранить здоровье нашей нации. И понимание важной задачи здоровья сбережения и активного долголетия мы должны объединить всех вокруг этой доктрины здорового образа жизни. Желаю всем участникам форума успешной работы, плодотворного сотрудничества и интересных встреч и дискуссий, благополучия и здоровья граждан. Елена Николаевна, разрешите слово для приветствия предоставить Александру Васильевичу Горохову, директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия. Доброе утро, уважаемые друзья, коллеги. Действительно, инициатива Михаила Ефимовича в свое время была прорывной не только в нашей республике, но и в целом по России. Мы тогда очень сильно все были, скажем так, очень сильно воодушевлены этими инновациями, когда была провозглашена доктрина здорового образа жизни в нашей республике. Многие не понимали, думали, зачем это нужно. У нас и так много проблем хватает, в том числе, понятно, что экономических и каких-то других проблем в целом по стране. Но то, что Михаил Ефимович видел на десятилетия вперед, можно даже сказать, наверное, на века вперед, это было очень своевременно, потому что действительно здоровый образ жизни – это та основа, та база, на которой развивается любое общество. Любое общество имеет свою культуру, свои традиции. Если не основано на здоровом образе жизни, то, конечно же, это общество имеет будущее. И тогда я помню еще во всех трудовых коллективах, во всех муниципальных образованиях это движение стало очень таким массовым. Даже были установлены или созданы государственные учреждения, которые отвечали за здоровый образ жизни. Что, конечно же, мы, наверное, к этому всему вернемся, но всему свое время, скажем так, и я думаю, что обязательно этим мы займемся. Почему? Потому что мы знаем, что Министерство здравоохранения занимается здоровьем, Министерство образования занимается здоровьем школьников. И вот в этом таком межотраслевом таком взаимодействии иногда школьный медицина у нас остается за бортом нашего внимания. Вот я еще обратил внимание ту группу, которая здесь занимается
здоровьем детей. И в свое время мы тоже ставили, чтобы школьная медицина была передана в Министерство здравоохранения, но пока что в функциональном плане это остается в области законного образования. По предприятиям. Очень много было моментов, когда предприятия закрывали свои отраслевые подразделения, которые занимаются здравоохранением, здоровьем. Оставались только некие какие-то маленькие пункты, которые проводили предрейсовый осмотр, какие-то другие вещи. Но в целом, чтобы комплексно заниматься здоровьем на предприятиях, фактически это перестало существовать. Сейчас, конечно, большие компании к этому времени возвращаются, какие-то свои корпоративные делают программы для того, чтобы возродить программы для своих сотрудников. Но это, еще раз повторюсь, занимаются только эти крупные компании. Средние компании, тем более малые предприятия этим практически не занимаются, потому что к этому нет каких-то экономических стимулов. И в этом направлении тоже нам надо всем думать. По общественному здравоохранению с изменением закона о охране здоровья населения, к сожалению, из муниципального уровня были на региональном уровне подняты функции по участию муниципалитетов по здравоохранению. Здесь, конечно же, тоже надо какие-то вещи нам пересматривать. Почему? Потому что как без муниципалитетов оказывать медицинскую помощь, это первое. Второе, как без муниципалитетов проводить доктрины по здоровому образу жизни. Здесь, конечно же, очень сильно тоже влияет на нашу работу. В целом, если говорить по системе ОМС, в этом году почти 51 миллиард рублей направляет на обязательное страхование. Я здесь хочу сказать, что не только лечение больных, но и очень большой финансовый объем направляется на профилактику заболеваний. Это и диспансеризация, это и школы здоровья, это и профилактические медосмотры для всех категорий населения. Здесь, конечно, нам с вами вместе тоже очень много можно было бы сделать вместе. Любое профилактическое мероприятие без общественности, без муниципалитетов, без предприятий не обходится. И здесь нам с вами тоже есть очень большое поле работы для того, чтобы воздействовать на наше здоровье. В целом, я еще раз хочу повторить, что здоровый образ жизни – это основа развития любого общества, любого государства. И поэтому нам с этой основой надо работать и развиваться дальше. Спасибо. Спасибо большое. Разрешите слово предоставить хозяевам нашей Хангаласской земли. Слово предоставляется главе Хангаласского вуза Олегу Валерьевичу. Властолуға бейді тұлақтары ғырылар өтеттер. Барылытын бұл стратегический сессия өтетін сағаларына ұлыс жағалтатын оны тұз бәйім арқыттан кетейтік істемден кәріптерегі көмір. Ондан бастадан тұран бұл стратегический сессияны бұл ғанамас болғын серетін отын талан терейбет тұстар жамын бәйіміне барға мақталды білеген бағалы. Чөл тұрук, чөл олық ден түгіл дентін мен бәйім бұл тұядан бірасты бұл батақпын бұрғы қастығы сығанық кейуаларында мен бәйім қайтақ көріппен бұл сенен арас әйгера сайдыбын онытын хембен дөйдігі берінелер кейіннен ағыл. Сән онын болғанытын енегетін бейі бүгілдік чөл олық оны дөйдігі берінеденмен бейсіден әстер бәймен дейгіл оқылдық кейбәтін дөйдітін тақтыр сөбілер оны дөйдігі жар болғанына кені қаятағыны чөл тұрықтар олықтар өдірілер. Ол барда оны көріматтарыттен итен тахаран сөттер ағынан ағатан бәйтін салдығынан бәйтін тірдің бұлтын алтын балығын
etin ül produksiyonun aham kulağımız oğu, ona tarafta taksan kamsanan ürüne kamdan kulağımız oğu, ayağlarını çöl yolunda onu da çünkü belirtiler kulağımlar. Onun için ben bakarım ete bugün bu ustaki sesiye şu yorumlar etileri kirlettiğinde setihiyle öyle bakarım ete ondan indiki Respublika Joytubut sayıda bu çölokta şüpheli çoğu yolları iten daha fırtına ulkan kıyı bulacak. Böylece farka matta. Спасибо большое за теплые слова. Уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово тем людям, которые сегодня создают экономику нашей республики, наших улусов, не только кормят нас, но и кормят те семьи, с которыми они работают. Именно от их работы очень многое зависит в нашей деятельности. Это прежде всего, конечно, бизнес. Очень хочется узнать, как они в этом направлении работают, готовы, какие их призывы к нам. Разрешите предоставить слово Вячеславу Анатольевичу Нестерову, основателю, руководителю НХЗ Групп. Уважаемые участники форума, уважаемый Олег Валерьевич, всех хочу поздравить от большого коллектива НХЗ Групп. И хотела бы вам немножко слов сказать. От имени трудового коллектива НХЗ Групп и нашей семьи поздравляю с открытием весьма важного по значению и содержанию форума, посвященного национальному виду здоровья. Отрадно, что Илдархан Республики Арсений Сергеевич Николаев издал указ об объявлении десятилетия здоровья 2021 по 2030 годы, что является продолжением огромной созидательной многолетней работы первого президента Якутии Михаила Владимировича Николаева. Не это ли всемирная всеобъемлющая забота о народе? С высокой трибуны республиканского форума отмечаю, что принятая и реализованная Михаилом Владимировичем Николаевым доктрина здорового образа жизни, вне сомнения, спасла не одно поколение якутян. За более 20 лет реализации доктрины здорового образа жизни достигнуты конкретные успехи. Повысилась общественно-гражданская активность населения, повсеместно образовано общественное объединение здорового образа жизни. Улучшились показатели здоровья и повысился уровень образованности, духовно-нравственности развития неплодного. Повысилось качество жизни населения. Часть населения, и что особенно важно, молодежи, включили идеологию ЗОЖ в систему своих жизненных ценностей, в том числе лично я, моя семья и братья, и все многие мои друзья и коллеги. Повезло людям моего поколения, так как мы воспитывались в полной доктрины здорового образа жизни. И в этот момент, в 1996 году, Михаил Владимирович Николаев основал Всемирные международные игры «Дети Азии», который на сегодняшний день принял МОК как конфликт олимпийского вида спорта для детей, и который сегодня пройдет в вас. Сегодня в этот день я от имени всей своей семьи выражаю огромную благодарность нашему первому президенту и отцу народа. Так как Михаил Владимирович Николаев именно для народа Саха очень многое сделал, в частности для меня. Он является моим учителем именно в праве экономики, производства. Поэтому мы Немецкий хлеб создали в этом году, в 2023 году, первый продукт, который именно содержит хлеб с витамином D, который именно является основным минералом, витамином для любого человека, который не хватает для всего якутян для всей России. Потому что у нас очень мало солнца, и активность у нас на сегодняшний день только является неотъемлемой частью всей молодежи, которые каждый день занимаются в спортивных залах и в качалках. Я хочу пожелать всем участникам форума о том, что такие сессии всегда проводились, и не только в Подвластном Улусе, но и в Якутске. Спасибо за внимание. Спасибо
большое, уважаемый Вячеслав Анатольевич. Мы очень рады, что сегодня с нами принимают участие непосредственно люди, которые каждый день посвящают жизнь подготовке кадров в области медицины. И разрешите слово предоставить директору медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Гоголеву Николаю Михайловичу. Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень рад, что участвую в таком формате, как стратегическая сессия. Времена ковида показало, что общение вместе, когда мы собираемся, приводит к очень хорошим положительным результатам, что мы здесь сегодня собрались благодаря инициативе первого президента Михаила Ефимовича, благодаря инициативе Илдархана, объявившего десятилетие здоровья. И надо сказать, что очень правильно названа сегодняшняя стратегическая сессия. Здоровье нации, ответственность каждого. Сегодня здесь собрались люди неравнодушные к жизни у нас в Якутии и в целом в нашей России. Потому что только здоровая нация может победить во всех этих катаклизмах, которые сейчас происходят. И я хочу поддержать организаторов сегодняшней сессии, которые очень четко распределили три именно основные группы. Это все начинается с детства, то есть все начинается с семьи, с того уклада, который с самого начала у нас. Потом все переходит в наши трудовые коллективы, в нашу общественную жизнь. И самое, можно так сказать, стратегическое правильное направление – это отношения внутри нашего государства, начиная с муниципалитета. Поэтому участникам сегодняшней работы я хочу пожелать, чтобы вышли определенные конкретные предложения, которые мы со стороны медицинского института, во-первых, включим свои программы по организации здравоохранения в магистратуру, в которой мы обучаем широкие слои населения, не только медиков. И также здесь и представители и Дмитрий Афанасьевич есть медицинского колледжа, в котором целая армия медиков будем включать в те направления, чтобы наше население в первую очередь каждый из нас стал ответственным за свое здоровье. Хорошей работы, я думаю, в конце мы подведем хорошие выводы и результаты. Я очень сердечно рад приветствовать Дмитрия Афанасьевича, директора Якутского медицинского колледжа, с огромным опытом. Я, будучи работая в министерстве, тоже не могу не отметить удивительный талант Дмитрия Афанасьевича, когда очень сложные, такие напряженные моменты, он выйдет это все разрядить. Я сегодня тоже очень надеюсь, что вы нам окажете большое содействие. Мы сердечно приветствуем вас, Дмитрий Афанасьевич, в вашем лице весь медицинский колледж со всеми его филиалами, потому что именно работает с нами. Большое вам человеческое спасибо. Уважаемые коллеги, мы не можем не дать слова для приветствия нашим общественникам, те, которые по призыву, по позыву своего сердца, души посвящают свою жизнь нашему общему благу, укреплению здорового образа жизни. И разрешите слово предоставить для приветствия нашему большому другу, большому трезвеннику, агитатору этого дела, председателю общественной палаты города Якутск Матвею Ивановичу Лыткину. Хорошо сказал. Михаил Ефимович, уважаемые
президиум, уважаемые, вот очень хорошо сидим, как по-семейному. Очень тепло, все 3 секции, я думал, все разбежимся, а друг друга не услышим. Но я хочу сказать следующее. Тот народ, который не слушает своих лидеров, своих пророков, это плохой народ. В 90-е годы мы помним, как буквально на глазах рушилось все, что строилось, все, что было. Помним роял, как тут крутили, вертели. И благодаря вот после этого, благодаря доктрине здорового образа жизни Михаила Ефимовича, наш народ сегодня может похвалиться некоторыми успехами. Ну, например, рождаемость детей, преступность и другие показатели в цифрах. Но я сегодня хотел вот перед этой почетной публикой Министерство здравоохранения, сам министр выступает, поздравляю. И сильный актив здесь находится. И я хочу озвучить в цифрах, что-то происходит рядом с нами. Самая нераспространенная информация – это информация о трезвости. Почему? Любой журналист, который курит 1 раз в день или выпивает 1 раз в год рюмку шампанского, бокал шампанского, тот никогда не напишет о трезвости. Или любой руководитель, который 1 раз в год поднимает бокал, он толком не проведет политику трезвого, здорового образа жизни. Поэтому позвольте мне показать несколько слайдов. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз слышать. Это позвольте, я выполняю свою миссию как человек, который посвятил за последние ряда 25 лет именно пропаганде трезвости. Только наша республика в России имеет 201 село, полностью прекратившее розничную продажу алкоголя. Что касается предпринимателей, очень сегодня знаменательно, да, что сегодня Ильтюмен должен принять дополнительные ограничения по продаже. Это наливайки, так называемые ЛЖКБ, сегодня 82 штуки, если закон примут, закроются в городе Якутске. Поздравим друг друга, дай Бог, чтобы этот закон принял. Что говорит Российская Федерация, наша власть верховная? Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что важно здоровье человека, а не экономические интересы тех, кто продает этот алкоголь. Но сегодня идет война. Мы иногда забываем, это очень страшно. Что будет завтра, мы не знаем. Как это обернется, сколько лет это будет продолжаться. Но есть люди, которые 100 лет назад говорили, что только трезвый человек будет материально обеспеченный, только трезвый человек будет поступать по совести, справедливости, и только трезвый народ будет руководить миром. Вот так сказал Челышев. Это депутат Госдумы 100 лет назад Российской Федерации. Владимир Владимирович также дополнил свое выступление и сказал, что если мы ничего не сделаем сегодня со здоровым образом жизни, то мы потеряем в ближайшие 50 лет, 40 лет, очень это 50 миллионов человеческих жизней. Сколько у нас сегодня якутов? Сахалин. Меньше 1 миллиона, а территория самая большая. Какая задача? Нам надо увеличиться в первую очередь. Вот мы своих пророков не слушаем. Стыдно нам должно быть. Алексей Алексеевич Холоковский 100 лет назад сказал, что алкоголь начинает убивать наш народ. Он организовал первое общество трезвости. У вас в селах есть общество трезвости? У Луси есть общество трезвости? У вас в Луси есть хотя бы один плакат, который говорит, что алкоголь это яд? Если нет, скажите тогда, мы ничего не делаем против алкоголя. А он сказал 100 лет назад, что тогда было 1 литр на душу населения. Сегодня 18 литров на душу населения, включая новорожденных.
нелегально продается. Радоваться нам надо или нет? Сегодня ситуация с алкоголем не контролируема. Самый больной вопрос в области здорового образа жизни – это алкоголь. Посмотрите карту Республики Саха-Якутия. Это доклад Лео Бакели, известного кардиохирурга. Он сказал, на 100 тысяч населения Якутии больше всех алкоголиков. Вот почему мы собрались. Вот почему мы должны стратегировать. Что делать дальше? Пока мы алкоголь не победим, мы полностью устанавливать здоровый образ жизни в нашей республике не можем. Вот все врачи здесь сидят, его знаете. Федор Григорьевич Углов, герой России. Человек, который поднял впервые вопрос при Советском Союзе. Он сказал, пьянство держится на лжи. Мы все обманутые люди, товарищи. Нас все обманули лжепраздником. И вот наша задача сегодня еще сделать. Рассказать правду. Правду об алкоголе нашему населению, начиная с детского сада. Вот тогда мы получим здоровое поколение. Также он изучил, 30 лет наблюдал, что происходит, когда продается так много алкоголя. Он доказал, что чем больше алкоголя вливается в семью, в государство, в республике, в район, неважно, тем больше детей с дефектами рождается. Нам это надо? Я сегодня спрашиваю у своих друзей, которые работают в этих домах, где дети с дефектами. Очередь стоит. Нам говорят, воздух плохой стал или вода плохая. Нет, это действует алкоголь. Нам пора на это смотреть. Правде в глаза смотреть. Теперь, значит, кто провоцирует нам алкоголь? 90% дохода от продажи алкоголя уходит за границу. А у нас что остается? Вот, смотрите, алкогольная смертность, разбитые семьи, полные тюрьмы, окурки на дворе. Все это остается у нас. Нам это не надо. Поэтому мы должны решать. Сегодня вопрос стоит. Наши молодые парни уходят на специальные военные операции. Мужики, что делают? 70% мужчин страдают от алкоголя. Умирают по причине употребления алкоголя. В трудоспособном возрасте. Это внешний фактор, так называемый. Но я ускорюсь сейчас. Таким образом, алкоголь не приносит никакого, нет никакого дозволенной нормы алкоголя. Пироговский съезд ученых-врачей 100 лет назад доказал и сказал, нет допустимой нормы. Любая доза – это злоупотребление. А у нас сегодня по телевизору выступает нарколог и говорит, злоупотреблять нельзя, а культурно можно. Нельзя так. Это ошибка большая. Да, я убегаю вперед. И сегодня что нам надо делать? Первое. Начинать с самых трезвых людей. Пропаганду трезвости. Это кто такие? Это наши дети. Каждый год в школу идут самые трезвые, самые некурящие наши соотечественники. Но статистика показывает, что к 11 классу 90-80% уже имеет опыт употребления вот этого яда. Значит, он не воспитан. Его мы не обучили. Трезвости тоже надо обучать, как и писать, и считать. Пока этого нет. Скажите мне, у кого есть в районе, в городе уроки трезвости? Уроки здорового образа жизни? Есть или нет? Нету. Поэтому мы попадаем в эту ловушку, в этот конвейер. И последнее. Что делать? С одной стороны ограничения, с другой стороны пропаганда. Весь мир так работает, по трезвости. Поэтому если мы хотим победить табак, алкоголь и другие паразитирующие вещи, мы должны вот таким образом, методом всплеска. Ну, вот это то, что... Да, спасибо. Вот то, что
рекомендации главам Москвиков. Мы это можем поставить? Можно. Нет никаких секретов. Я не журналист, который культурно, умеренно по праздникам употребляет. Я трезвый человек. Только трезвый человек может правду говорить о трезвости. Спасибо. Предложение, я предлагаю это мы в сайте это разместим, чтобы это прозвучали очень конкретные, четкие предложения. И в нашей работе надо учесть. Уважаемые коллеги, мы приступаем к непосредственно нашей докладной части. И разрешите слово предоставить одному из главных идеологов нашего сегодняшней с вами встречи, дальнейшей с вами работы с докладом. Приглашаю выступить главного врача Республиканского центра общественного центра здоровья, медицинской профилактики, главного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Алену Михайловну Никитину. Алена Михайловна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Разрешите вас поздравить сегодня с Национальным днем здоровья. Действительно, 17 января 2000 года вышел указ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева об утверждении Национального дня здоровья, который мы празднуем ежегодно последнее воскресенье февраля. Очень много мероприятий проводится всеми ведомствами, Министерством здравоохранения, медицинскими организациями. Конечно, мы на самом деле вот так давно не праздновали, да, вот был у нас такой сложный период у всех, да, как ковидные 2 года, когда мы действительно не отмечали Национальный день здоровья, поэтому я сегодня очень рада видеть коллег, знакомых, друзей, которые пришли обсудить, наверное, действительно самую главную тему здоровья. И мы не зря назвали наш форум «Здоровье нации. Ответственность каждого», потому что еще начиная опять же, с 2000 года, с 15 марта 2000 году был проведен первый форум по здоровому образу жизни, когда была инициирована доктрина здорового образа жизни нашим первым президентом республики Михаилом Ефимовичем. И были обозначены 5 основных направлений. Это стремление к созидательному труду, это ответственное отношение к своему здоровью, это образованность, это нравственность и это чистая природная среда. То есть мы видим, что настолько Михаил Ефимович был, так сказать, я не знаю, провидцем, да, вот те все моменты, которые мы сейчас активно развиваем, все он это обозначил в своей доктрине здорового образа жизни. И, конечно, действительно, за это время, более чем 20 лет, очень было много сделано в республике. Действительно, мы уникальная территория, мы об этом не устаем говорить, и наши коллеги из других территорий просят поделиться опытом по антиалкогольным мерам, которых в других регионах, к сожалению, нет. Это очень много различных проектов, которые внедряются. И вообще вся вот межведомственная работа, она очень активная у нас в последнее время. И мне хотелось бы немножко рассказать о реализации муниципальной программы укрепления общественного здоровья. Майским указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была обозначена основная цель. Эта цель, я бы, допустим, все-таки самую главную цель обозначила, что это увеличение ожидания продолжительности жизни, которая должна достигнуть к 2030 году 78 лет. В 2018 году был разработан национальный проект «Демография», в котором есть федеральный проект формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Это его, так скажем, длинное название, короткое название «Укрепление общественного здоровья». У него есть основные задачи. Конечно, первая основная задача, я считаю, все-таки это инфокоммуникационная кампания, когда мы должны
источников об этом. Это реализация муниципальных программ по формированию приверженности к здоровому образу жизни. Это внедрение, реализация корпоративных программ укрепления общественного здоровья. И то, что реализовано уже, это разработка и реализация региональной программы укрепления общественного здоровья. Она у нас была утверждена еще в 2019 году, и основными показателями являются, вы видите, да, темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, это новый показатель, розничные продажи алкогольной продукции на душу населения. Ранее в нашей программе были несколько другие показатели, это была смертность трудоспособного населения, женщин и мужчин. Но мы понимаем, да, по каким причинам данный показатель был изменен. Что касается реализации муниципальных программ, конечно, мы всегда говорим прежде всего о персональной ответственности глав муниципальных образований за демографические показатели. Это, в каждом муниципальном образовании должен быть разработан план по снижению смертности муниципального образования. Должны проводиться заседания комиссии по снижению смертности муниципальных образований. Мы, когда бываем в районах, мы обязательно проводим заседания данных комиссий по снижению смертности, где активно с коллегами из муниципальных образований обсуждаем, какие же конкретно меры в конкретном муниципальном образовании приняты, что делается, какие показатели есть, и как они, как в динамике, как они улучшаются или ухудшаются. Основной целью муниципальной программы является, конечно, это создание условий для ведения здорового образа жизни. Это развитие массового спорта и всестороннего физического воспитания подрастающего поколения. Это популяризация, внедрение здоровьесберегающих и оздоровительных технологий, ценности здорового образа жизни. Основные блоки, мы уже об этом говорили, это информационно-коммуникационная кампания, потому что именно информационная коммуникационная кампания прописана в основном документе в федеральном законе номер 131 о местном самоуправлении. Это прерогатива муниципальных образований. Это создание инфраструктуры для ведения здорового образа жизни. Это профилактика развития неинфекционных заболеваний, это, конечно, тема системы здравоохранения. И это формирование здорового образа жизни в коллективах, в детских коллективах, в трудовых коллективах. И, конечно, поддержка долголетия. Здесь отмечен управленческий механизм реализации. Конечно, главным координатором, главным человеком по внедрению муниципальных программ на территории конкретного муниципального образования является глава, а исполнителем является заместитель главы по социальным вопросам. Ну и, конечно, мы рекомендуем муниципальным образованием обучать и внедрять такие должности, как менеджер здорового образа жизни. Сейчас в нашем медицинском институте Северо-Восточного федерального университета на кафедре общественного здоровья есть возможность обучить таких специалистов. И медицинский институт активно ведет работу с муниципалитетами. Это, конечно же, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и кабинеты и отделения медицинской профилактики, которые есть в медицинских организациях во всех муниципальных образованиях. Вот такая работа была проведена нами совместно с муниципалитетами. В 2022 году уже внедрено у нас 60%. В этом году мы должны еще внедрить. Вот мы сегодня буквально говорили с Олегом Валерьевичем о внедрении муниципальной программы на территории Хангаласского вуза. Лучшие практики муниципальных программ. Да, у нас есть действительно районы, которые являются, так скажем, передовиками, которые уже тиражируют
свою значит, работу на уровне федерации. Это, конечно, Мирно-Кавказский район. Значит, по итогам третьего всероссийского конкурса «Здоровые города России» в прошлом году муниципальное образование Мирно-Кавказский район заняли 3-е место в номинации «Лучшая муниципальная программа». Ну и, конечно, также значит, заняли призовые места администрация города Иркутска. К слову, в здоровых городах, значит, город Иркутск у нас уже работает с 2011 года. Очень коротко постаралась вам представить, что же такое муниципальная программа. В принципе, не было целью рассказывать вам очень подробно, потому что сегодня как раз-таки у нас есть одно из направлений, одна группа, которая должна поработать именно в этом направлении, обсудить, какие же мероприятия должны быть в муниципальной программе по укреплению общественного здоровья. Всем большое спасибо, успешной работы и очень благодарю за то, что вы откликнулись на наш призыв и активно участвуете в нашем мероприятии. Спасибо. Разрешите предоставить слово для доклада «Роль семьи в системе здорового образа жизни» Гаврилевой Кристине Семеновне, члену Общероссийской общественной организации Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, кандидата медицинских наук. Добрый день, участники форума. Разрешите представить доклад на тему «Роль семьи в системе здорового образа жизни ребенка». Да, я недавно выступлю как член Общероссийской общественной организации Национальной родительской ассоциации имени родителей, так как я являюсь матерью 4 детей и очень тесно работаю с родителями. Именно семья является первичной средой, формирующей здоровый образ жизни детей. Одним из стратегических приоритетов общества по данной проблеме должна стать система семейного воспитания, направленная на формирование у родителей осознанной мотивации на сохранение как собственного, так и детского здоровья. А условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка, а также его здоровья, закладывается в семье. То, что прививает ребенку с детства в сфере нравственных, этических и других начал, определяет все его дальнейшие поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами воспринять философию здорового образа жизни и вступить на путь здоровья. Существует такое правило: если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сами иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести. Как сказал Михаил Иванович, да, полностью с ним согласна. Согласно данным Всероссийской организации здравоохранения, основным фактором, влияющим на здоровье, является образ жизни. 50% здравоохранения, хочу отметить, да, влияет только 10%. Да? Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет. Прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывается ребенок. Хочу отметить самые актуальные проблемы здоровья детей, которые волнуют родителей. Да? Это культура питания в семье, гиподинамия и новое веяние моды. Это вейпы, электронные сигареты, как мы знаем, да, и цифровая гигиена, это гаджет-зависимость, сотовые телефоны, компьютеры, компьютерные игры. Да? Эти 4 проблемы у нас, идет борьба с ними, но она не так. Начнем с самого начала. Как спасти детей от электронных сигарет и вейпов? По статистике в России Якутия стоит на 3-м месте по курению среди взрослых. Это 33% населения, взрослого населения у нас являются курящими. Да? И как мы можем быть примером для своих детей? Электронные сигареты, вейпы появились сравнительно недавно и стали
стали очень модными и популярными среди школьников. Более 50% детей в школах имеют электронные сигареты вейпы. Они курят в туалетах школ. Да? А в России нет такого федерального закона, который регулирует продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Они в общем доступе находятся. Любой ребенок может пойти в магазин и купить вейп. Да? Вред электронных сигарет доказан, особенно в детском и подростковом возрасте. А вейпы вызывают зависимость от курения. Дети что говорят? Дети говорят, что вейпы не содержат никотина, и они считают, что они безвредные. У нас нет таких агитаций, что вейпы, они, как и сигареты, да, очень вредны для здоровья. Они вызывают заболевания легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, да. Они начинают очень быстро уставать, утомляться, развивается энцефалопатия, развивается. Что мы можем предложить? Приравнять вейпы к сигаретам, да, запретить продажу вейпов электронных сигарет несовершеннолетним именно в республике и проводить профилактические антивейп-кампании школьниками для своих одноклассников, потому что школьники, родители и взрослых не слушают. Мы должны обучить каких-то активистов школьников, чтобы они сами провели как исследование, да, о вреде вейпов и донесли видеороликов для своих одноклассников. Вот они их будут слушать. Ну вот к чему приводит к раковым заболеваниям дыхательных путей. Это мы все на сессии разберем. И вторая большая проблема – цифровая гигиена школьников и передача зависимости. Все мы знаем, что как родители, да, только как ребенок начинает сидеть, ходить, мы ему даем телефон, чтобы он немножко дал нам поработать, да, не мешался нам. И зависимость от родителей тоже от гаджетов. Сами даем такой пример, сами сидим в соцсетях очень долго, замечаете, да? Мы очень заняты своими делами, а родители себя заменяют гаджет. Вместо того, чтобы общаться с ребенком, играть с ребенком, мы ему даем телефон, да, подключаем к компьютеру. Дистанционный метод обучения тоже приводит к цифровой гаджет-зависимости. Есть такие рекомендованные нормы ВОЗ, детям до 3 лет вообще не подпускать экран. С 3 до 7 лет 30 минут, младшим школьным возрасте 50 минут. А родителями вообще есть... Мы предлагаем вот такие сейфы и кабинки для сбора сотового телефона во всех школах республики. В некоторых регионах вот это уже актуально. Как только приходит ребенок в школу, кладет вместе с вещами в кабинку телефон, и только как заканчивается уроки, да, 6 уроков, он уже может забрать этот телефон. Стимулирует разнообразную занятость ребенка. Нужно организовать местные лагеря, где детей принимают без гаджетов. Да? Специальные программы с функцией родительского контроля для детей младшего школьного возраста очень актуальны. Родительский контроль просто врубает телефон, и он не включается даже. К чему приводит влияние гаджетов, компьютеров на здоровье детей? Гиподинамия, нарушение осанки зрения, отсутствие сенсорных стимулов, задержки речевого развития, аутизм. Очень много, кстати, стало задержек речевого развития с появлением гаджетов, да? Торможение в навыках, болевая недостаточность, творческое действие. Третья самая большая проблема у нас – это культура питания в семье. Отсутствие режима питания, отсутствие завтрака, иногда обеда, ужин прямо перед сном. Вечером собирается семья, и прямо перед сном очень плотно переедают, кушают, беспорядочные перекусы в школах, магазинах, застолье наше. На каждый праздник у нас связан с стабильным, с изобилием, застолье, с алкоголем обязательно связан, да? Избыток продуктов фастфуд, вредные, чипсы, кошевары, попкорн, переспи, всюду. Поэтому очень важно формировать привычки правильного питания именно в семье и ограничить продажу продуктов фастфуд в школьном буфетах. В школьном буфетах до сих пор продаются фастфуды, сладости, да, дети имеют доступ к ним круглосуточно. Гиподинамия в семье, не только в семье, это малоподвижный образ жизни в школе, на работе, отсутствие спортивных секций при школах.
Почему-то у нас до сих пор очень мало спортивных секций при школах. Очень много уделяется времени именно умственным секциям. Загружены школьными домашними заданиями, очень много лет школьных домашних заданий, за которые дети сидят прямо до ночи, до 12, до часу ночи, да? Ну и каждый зависимости. Что мы можем предложить? Разработать проект «Семейный спортивный абонемент» для посещения спортивного центра всей семьей по типу Пушкинской карты. Можно, да, активация спортивной деятельности при школах, проведение ежегодных межшкольных спортивных соревнований по игровым видам спорта. Вот этого у нас тоже нету, да? Выделение утренних зарядок в школах. Раньше в наше время 90-х зарядки проводили, а в наше время дети в школах вообще не проводят зарядки. Сейчас, кстати, стали проводить, ну, конечно, только каждую неделю в России. Можно также проводить утренние зарядки в школах каждый день. И в трудовых коллективах возобновить физкульт-минутки. Это очень актуально, я думаю, что родители тоже были здоровы, да? Ну и предложение мы обсудим. И я хочу сказать напоследок, что ребенок пристально наблюдает за вами с самого детства. Он еще не обладает способностью анализировать что-то, но на подсознательном уровне малыш начинает передавать ваше поведение. Корень проблемы даже не в том, как научить ребенка чему-то, а в том, как внедрить в семью модель здорового образа жизни. Только во взаимодействии всех ее членов может добиться успеха формирования правильного представления ребенка о спорте и здоровье в целом. Спасибо за внимание. Уважаемые участники, мы в России, я не могу не воспользоваться тоже немножко высказаться небольшим сообщением последним. Я хочу немножко обратить внимание, что когда мы проводили вот наше мероприятие на проблемные точки, смотрите, когда мы говорим о национальном дне здоровья в нашей республике, да, вот обратите внимание, мы звонили во все УЛУСы. И с чем мы столкнулись? Да практически очень многие не знают, и в этот день ничего не проводится. Это самая первая проблема, которую я здесь открыто хочу озвучить. А на самом деле Национальный день здоровья был создан для того, чтобы мы в этот день обратили самое большое внимание. Второе, на что я хочу обратить внимание, когда принималась доктрина здорового образа жизни, то Михаил Ефимович говорил, оно опирается на 5 китах. Первое – это созидательный труд. Тот человек, который именно трудится, работает, вот у него в основном это все и движение, и жизнь совсем по-другому идет. Только на втором месте профилактическая медицина, которая должна быть. Здесь вчера мы обсуждали вопрос о том, что даже на диспансеризацию, которую каждый день нас приглашают, мы не ходим. И здесь надо руководителям подключиться, и очень большой ответственность наладить. В Японии, между прочим, за то, что не проходит диспансеризацию, штрафуют как человека и организацию на много миллионов йен. Третье – это высокообразованность. Здесь образование прежде всего должно включиться, именно понимая, что с самого маленького возраста начинается, и в том смысле, что образованный человек в среднем статистически на 10 лет живет больше, дольше, нежели с теми людьми, которые после школы не получили образование. Это статистика. Духовно-нравственные основы, культура, культурная сфера, дома культуры должны с нами очень тесно работать. Здоровый образ жизни – это не только физическая активность, это прежде всего духовность. И отсюда, как духовный стержень должен быть. И здесь большая ответственность именно домов культуры обратить внимание в этом смысле. И, конечно же, наша окружающая среда. От того, как мы это делаем, от того, в какой среде мы живем, как это зависит очень много. Я хочу обратить внимание вот на очень интересный факт. Международные дети Азии. Почему я об этом говорю? Вы знаете, вот Михаил Ефимович инициировал в честь столетия, и вот я слышал губернатора Кузбасса, который с большим восхвалением говорил, 3,5 миллиарда рублей инфраструктуры в Кузбассе построены для проведения и организации вторых международных спортивных игр. Детям и жителям Кузбасса наш первый президент, наш народ подарил такие огромные инфраструктуры. Представляете?
Это же огромное, величайшее достижение нашего движения. И почему Дети Азии? Именно вот такие многоаспектные игры, не вот когда говорим одногольная борьба, ну там небольшое количество участников, а вот такие мероприятия, как Дети Азии, где очень много разных состязаний, культурных программ, они сплачивают и объединяют народ. Поэтому и в корпоративной культуре, и в муниципальном образовании, и в сельских наследиях должны создаваться наподобие интересные мероприятия, которые бы сплачивали и мотивировали к какому-то определенному действию. Благодаря играм Дети Азии у нас появились и ресторанная сеть, и культура обслуживания, и даже институт иностранных языков появился в том числе благодаря вот таким. Поэтому комплексный подход должен быть во всем этом. И я еще кратко хочу остановиться на лаборатории текста. Это проект Целевого фонда будущих поколений совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Возглавляю его мы, со стороны института возглавляет Людмила Германовна Маринова. И вот мы проводим 4 вида исследований. Это развитие, физическое развитие, особенности микроэлементов и измерение уровня витамина D. Мы обследовали 1669 детей за 2 года. И в этом году нам еще предстоит обследовать порядка 400 детей в различных муниципальных районах. Обратите внимание, какие показатели. Первое, на что мы останавливаемся, маленького ребенка ну просто так обследовать невозможно. Его здоровье очень легко можно посмотреть прежде всего физическим развитием, объемом головы, ростом и так далее. И обратите на 2 красные цифры. Более чем 25% детей, мальчиков и девочек страдают ожирением. Между тем, в медицинской статистике этих показателей нет. А что такое ожирение, вы прекрасно знаете, я еще лучше знаю. Это все формы заболеваний, которые есть и так далее. Поэтому в норме от этого возраста есть 69-66% детей. 1/3 уже имеет большие риски в будущем различных видов заболеваний, сердечно-сосудистых, эндокринных и так далее. Скрининг микроэлементов. Почему микроэлементы? Ну, это одна из самых легких способов. У 3-летних детей брать анализ очень сложно. У нас его в обмороки падали и так далее, потому что 4 мл взять из вены, очень маленькой ручки, это очень сложная работа. А вот микроэлементы мы проверяем по волосам и так далее. Это вот те элементы, которые есть у детей. Обратите внимание, 3 года дисбаланс. И 6 лет дисбаланс. Огромнейший дисбаланс. И причем по всем 1690 детям, которые есть. Микроэлементы у девочек то же самое. Избыток фосфора, калия, натрия, дефицит меди 63%, магния, йода 32,3%. Это говорит о питании. Прежде всего через питание поступают микроэлементы. Третье, мы посмотрели, я здесь не включил, витамин D, мы обследовали порядка 1200 детей. Все практически принимают различные биологически активные добавки, витамины, витамин D. 100% у детей витамина D до нормы не достает. 100%. Поэтому вот эти дисбалансы у нас есть. И мы очень обнаружили большой у нас бич сегодня становится это аллергия. Очень практически у огромного количества детей проблема аллергии и так далее. И поэтому я хочу обратить внимание на вот это исследование. Благодаря таким исследованиям, благодаря пониманию и получению таких объективных данных, мы уже можем что-то действовать. Я призываю муниципалитеты работать с нашей лабораторией детства. Благодаря Целевому фонду, благодаря ЛОСа мы имеем возможность бесплатно проводить обследование. Его делают медики, кандидаты наук нашей медицинской университета. И далее мы можем очень такие объективные показатели и очень интересные рекомендации на основе данных дать вашим муниципалитетам, в том числе организациям профилактики дошкольных учреждений. И я бы немножко хотел остановиться еще на сохранении укреплении здоровья, благополучия работников на рабочих местах. Вот этот момент очень
очень важно. Здесь тоже именно от руководителя зависит, какую же мы стратегию выбираем на местах. Если руководитель не заботится о своем коллективе, не создает для него условий, в том числе бесплатной диспансеризации прохождения, в том числе не предоставляет законных от 1-2 дней для прохождения диспансеризации, то, к сожалению, мы никогда не можем. Рыба гниет с головы, поэтому самая первая ответственность руководителей. Какие же механизмы нам сегодня надо выработать, чтобы руководители все-таки начали понимать, что очень важным моментом и аспектом является именно укрепление вот той корпоративной программы, которая есть в их организациях. Это те моменты, которые я хотел рассказать. Я мог бы еще долго, но я понимаю, мы все устали. И вот предыдущий докладчик говорил о том, что мы много едим. Я уже дал команду, чтобы еду поменьше ставили на нашем кофе-брейке и так далее. Уважаемые коллеги, мы переходим непосредственно к рабочим моментам нашей стратегической сессии. Я очень сердечно каждого из вас прошу. Давайте, как правда сказал Матвей Иванович, очень семейной, дружной, хорошей формате поработаем. Нас оказалось чуть больше. И в этом ведь очень хорошо, что много людей не безразличны. Я очень с большой благодарностью тем улусам, которые к нам приехали. Это Татинский улус, это Мегино-Кангаласский улус, это Нюрбинский улус и другие улусы, которые здесь есть. Я очень прошу, кто-то немножко позже пришел, потому что там Амгинский улус, которые ехали далеко. Поэтому я очень прошу вас присоединиться. Давайте потеснимся и немножко в рабочем формате, не обижаясь, мы поработаем. Дмитрий Афанасьевич тянет руку. Можно? Обязательно. Ну, давайте дадим слово Дмитрию Афанасьевичу, пожалуйста, пару слов сказать, и потом я дам слово модераторам нашей стратегической сессии. Во-первых, большое спасибо организаторам за очень интересную информацию, которую мы сегодня получили. Я по специальности сам врач-гигиенист, эпидемиолог. И она очень созвучна сегодняшняя тема с моей бывшей работы и нынешней работы как директор Якутского медицинского колледжа, где обучается свыше 2000 студентов, ваши дети, внуки, которые приезжают к нам в город Якутск и получают обучение. Я хочу остановиться и очень убедительно прошу стратегической сессии, пожалуйста, вот 5 постулатов, которые сказал наш Михаил Юрьевич. На них должны мы основываться. Те, которые созидательный труд, если рабочее место нету, села не создано, если это как-то не стратегическое направление имеет, чтобы создать, чтобы семьи были как зарплатой, чтобы у них доходность была. Это первое. Второе, я хочу сказать, что мы все делаем и говорим по-разному. Все ученые и другие разные показатели, что нам удобно. А мы не говорим о том, что нужно населению, просто простому молодому человеку, чтобы он понял это здоровый образ жизни. Некоторые мы говорим теми показателями, которые о вредных привычках. Это не основное вредные привычки. И основное созидательное здесь должно быть, что детей наших и внуков моих своих никто не портит их. Это мы сами, родители и семьи, и социумы, которые мы их отправляем, своевременно не реагируем, поэтому они получаются такими, что тот, кто окружается среда, имеет главенствующие силы. Вот очень хороший показатель сегодня сказали, что с гордостью мой уважаемый трезвенник, я тоже его поддерживаю, как член общественной палаты города Якутска, хочу сказать, а вот где те, которые 200 с лишним населенных пунктов, которые пришли на здоровый образ жизни, что они 100% муниципалитеты все получают. Хорошие дороги, хорошие школы, хорошее питание, хороший доход населенных пунктов.
тогда можно сказать, вот они добились, и государство ими делает ответ. То есть обеспечивает. Об этом должны все население. Да, по слуху говорят, что они перешли, у них не торгуют виноводцы или что-то, еще какие-то мероприятия проводят. У нас общие показатели очень трудным муниципальным образованием. Сделал выбор, какой населенный пункт хорошо работает. Все установочные выполняют, что по мероприятиям. Или тот человек по другим показателям, который сказал вот, Михаил Ильич. Вот по этим показателям мы должны оценивать населенные пункты, что как там живется, почему выезжают и обратно возвращаются все-таки наши старшее поколение. Это долголетие наше. Поэтому они это нуждаются, как сказал тот же самый Михаил Ильич. Ничего не надо новое сделать, только надо очень хорошо понять эти 5 постулатов, которые говорит Михаил Ильич. И второе, я вот тезисно тоже я не подготовился, но вот, очень хорошо похвалил меня, поэтому буду выступить. Хочу сказать вот. Мы должны вести учет, как дети занимаются в свое свободное время. Поэтому вы все знаете, каждому школьнику Россия дает пушкинские карты. А почему мы не даем здорового образа жизни карты, чтобы этой карте было 5 или 3 тысячи от государства, от наших акцизных денег, даже от нашей промышленности и внедрили для молодежи, чтобы они могли на эти деньги вот за этой картой могли ходить культурные, спортивные мероприятия в Республике Саха-Якутия или населенным пунктам, где достопримечательности есть. Все равно они, ну, скажем, у вас Ленинский стол бесплатно не пустят, а карта расплатится, а пойдут. А семья, может, хочет, но у них нет лишних денег, чтобы туда сходить это. А это было. Потом уже мы можем сделать учет и гордо бить свою грудь и сказать, вот у меня на развитие здорового образа жизни из расходов на каждого студента, это на каждого ребенка по 3 тысячи или по 4 тысячи. То есть мы делаем не первое как привыкание, мы им делаем их мотивацию, что без этого нельзя. Потому что родители, мы каждый с утра до вечера работаем, не до этого, этим мы не занимаемся, честно скажу. Оставили нам, бабушкам, дедушкам, а мы только свою любовь проявляем, или деньги даем, или самое сладкое даем. И больше ничего, да. Поэтому хочу сказать, если было бы даже пилотных, каких-то населенных пунктов, вот здесь это сделали бы, очень хорошо было. Еще вот тот, который населенный пункт, когда я выезжал, к примеру, и видел вот эту красоту и сказал, вот этот населенный пункт ведет здоровый образ жизни. Поэтому и получая государственную в первую очередь поддержку. Все социальные, все министерства там делать и выходят оттуда обученные, культурные, духовно развитые дети. Если у них этой возможности, у них на месте нету, можно это организовать транспортом, централизованно, чтобы они выезжали сюда. Почему, проживая где-то в этом населенном пункте, они не должны иметь те достояния, посмотреть, которые имеются в Республике Саха-Якутия, как это даже Николаев центр. Почему не должны? А почему мы им даем не дороги? А у муниципалитета этих денег нет, чтобы привезти сюда, полностью всем показать. Даже родители. Если даже асоциальные родители, если сюда привезти, они бы сразу подумали бы. А почему не могут? Любой человек понимает в том плане, когда есть сравнение хорошее и плохое. А я вот стою и должен думать, я плохой или хороший. Поэтому должен выбрать или эту сторону, или совсем вот эту сторону идти должен. А для этого у нас нет сравнения. Тезисно есть, цифры есть, а практически нету. Поэтому муниципалитетам надо нам очень хорошо помочь, надо вот
активистом в этом было. Вот, например, в моем родном населенном пункте мои одноклассники, мы к 50-летию своего окончания сделали тропинка жизни вокруг самого нашего хорошего озера. Почистили и там сделали стоянки, стойки, сиденьки, где мы возраста не можем, вот 3 километра все пройти вокруг озера. А там километры стоят и пеньки стоят. И там мы садимся, когда тепло, и учим своих детей по нему пройти по 3 километра. И они видят, что там мы сделали стенды, например, фотокарточки наши старые, как мы жили, как трудились, как в лапту играли, как делали. Они-то не знают, а интернета нету. А здесь, когда они с нами приходят, я такой гордостью внуку показываю и говорю, вот, смотри, мы так были, телогрейка были, ушанка так, другая так. Да? Ага. И он говорит, как это вы? Очень совсем таком, говорит, древние, говорит. Древние вы, говорит. Вот. А в этой позиции надо тоже это использовать. Второе, не надо врагом быть цифровизации. Цифровизация – это источник жизни и развития. Надо его правильно направить себе. Хорошо направить надо. А мы его используем для того только, чтобы ребенок, как только что быстро сказали, да, чтобы нас не беспокоить. Потому что мне сейчас с подругой надо разговаривать по тот самый телефон или мужем телефоном еще. Они это все видят. Сами должны мы измениться, тогда и будет это. Мы даем, когда кушаем, говорим 5 минут тишины. Всех телефонов во время еды. Я как возрастной говорю им, вот нельзя. А то они сидят. Большое спасибо, извините. Представить вам модератора сегодняшней секции во главе Бурневой Майи Васильевны. Майя Васильевна, просто прошу вас выйти рассказать нам, как будет дальше проходить работа. Директор Института развития профессиональных компетенций и квалификации ОПЕН Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова, кандидат экономических наук. В разды правления даем вам